Эти слегка подзабытые мгновения. Акбарс в решающем матче сезона. К этому моменту казанцы шли 5 лет. Стартовое вбрасывание понеслось. Этот сезон в любом случае будет легендарным. Команда, как и вся республика, жила ожиданием этого финала. Переполненные трибуны с первых минут гнали своих любимцев вперед. Казалось бы, до победы одна игра, но седьмой матч всегда отдельная, непредсказуемая история. Финал под стать остросюжетному боевику. Казанцы дважды выходили вперед, но опытные гости неизменно догоняли и вырвались вперед. ЦСКА чемпион континентальной хоккейной лиги сезона 22-23. Финал – это всегда слезы. Одни плачут от радости, другие – от горечи поражения. Поддержать ребят пришел Минтимир Шаймиев. Государственный советник республики заглянул и в раздевалку к команде. Минтимир Шарипович, это наш самый преданный болельщик. Казанцев у себя в Телеграме поддержал и вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Акбарс не чужая для меня команда, и жаль, что не хватило всего одного маленького шага для победы. Ребята сделали все, что могли, оставили все силы. Не хватило удачи, но команда подарила нам всем прекрасную игру и прекрасный сезон. В подобные эпитеты мало верилось по ходу сезона. Под руководством Олега Знарка, который возглавил команду перед началом регулярки КХЛ, она выдала худший старт в истории. А «Черный октябрь» прогремел на всю страну. В первую очередь из-за серии поражений и внутреннего конфликта в команде. В команде были группировки, так называемые Шипачевские, Радуловские. Об этом многие писали, и это на самом деле очень близко к правде. Выводить из кризиса казанцев доверили хорошо знакомому Зинату Лебель-Лединову. Именно при нем Акбарс завоевал все свои кубки Гагарина. Результат не заставил себя долго ждать. Выбравшись из ямы, казанцы заняли первое место в Восточной конференции. Хоккеисты просто начали ему доверять, потому что предыдущему тренеру они не доверяли. Человек с таким опытом, человек с таким авторитетом. То есть, когда тебе говорят, а ты думаешь, кто тебе это говорит, ты начинаешь, а зачем мне это делать? А когда тебе говорит человек с таким авторитетом, у тебя нет сомнений. А дальше плей-офф. На пути к финалу казанцы уверенно одолели Нефтехимик, Адмирал и Авангард. За короткий срок волшебник Билл навел порядок в раздевалке, улучшил микроклимат, а команда превратилась в единый механизм. Ребята начали с друг другом наигрывать некие комбинации, разговаривать друг с другом. Появились там лидеры в раздевалке, лидеры в звеньях. И это, собственно, все в комплексе помогло ребятам все-таки добиться, несмотря на то, как завершается для нас эта финальная серия, все равно положительный, я считаю, что результат. Надо сказать большое спасибо всей команде, особенно Беллидинову, тренеру. Команда 9-е место занимала одно время. И действительно, с приходом Беллидинова, я считаю, один из лучших тренеров нашей страны. Он просто сделал невозможное, что сегодня команда показала такой хоккей. Шестым полевым игроком Акбарса в этом сезоне стали болельщики. Они были рядом с командой, что называется, и в горе, и в радости. Мы были, например, там в Челябинске. У нас нет спектакля, мы идем смотреть. Наши болельщики везде, они есть везде, по всему миру. И как болели, например, когда люди не могут попасть во дворец, то они тогда болеют, объединяются все вместе. Таких болельщиков нет ни у кого, как у Акбарса. Еще пару дней назад Татнефть-арена ходила ходуном, а внимание к стадиону было приковано всей страны. Сейчас же Ледовый дворец будто уснул, дожидаясь начала нового сезона вместе с болельщиками и игроками. Что же касается самого Акбарса, то сейчас команда отправилась в отпуск, а у некоторых игроков с сегодняшнего дня завершились контракты. Главная потеря – Дмитрий Воронков. Нападающий намерен продолжить карьеру в НХЛ. Истекли соглашения также у Михаила Глухова, Кирилла Панюкова и Кирилла Петрова. Что касается лидеров, то здесь бояться не стоит. Практически у всех действующие контракты. Такие небольшие будут точные изменения. Еще раз повторюсь, что 21 контракт есть. Это проделалась работа, чтобы костяк ребят, которые уже играли, сохранить их. Рынок не такой сейчас богатый, все это видят. Пожалуй, главный вопрос – останется ли Зинатулла Беллидинов у руля команды? Сам тренер взял время подумать. У меня свое желание есть. Любое. И отдохнуть тоже. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.